Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на день, на 20 марта 2020 года. Это у нас будет пятница, последний рабочий день. Посмотрим, что ждет нас сегодня. Сегодня специально решила добавить побольше красного цвета и красную колоду Таро использовать, просто чтобы больше у нас было энергии. Итак, карта дня на 20. Замечательно. Карта старшего аркана Императрица. Для отношений дополнительная карта. Для работы дополнительная карта. И для финансов. Итак, карта дня Императрица говорит о том, что сегодня день, который будет просто давать какие-то замечательные результаты, удовлетворение от того, что мы делали раньше. Карта связана с Венерой. Карта говорит о том, что мы будем искать комфорта, мы будем искать радости в общении. Может быть, будут какие-то покупки, может быть, будут какие-то подарки. Время, проведенное в кругу семьи, будет очень дорого. Ну и вообще у нас Венера, она связана с деньгами, с ценностями. Здесь могут быть получение денег, здесь может быть выплаты какие-то очень важные для нас, то есть может нам кто-то будет что-то платить, либо мы сами, да, но это будет каким-то образом решать наш финансовый вопрос. Также карта говорит о том, что мы будем осознавать собственную ценность, ценность своего здоровья, ценность тех людей, которые рядом с нами, да, вот мы будем очень ценить своих близких, детей, людей, которые с нами рядом, маму и так далее. То есть вот будут какие-то ситуации, которые заставят нас оценить, если мы этого не делали, либо просто вызовут какие-то теплые чувства. Кроме того, по этой карте очень часто происходит осуществление каких-то наших проектов очень важных, получение материальных доходов и приобретение недвижимости тоже очень часто бывает по этой карте, но только не напрямую, а как, допустим, приобретение близкими людьми для нас чего-то, да, то есть не мы сами покупаем, а это как подарок, либо это на деньги нашего партнера происходит. Хорошее время для консультаций, хорошее время для того, чтобы общаться с людьми очень как бы тесно, с глазу на глаз, решать какие-то вопросы, связанные с деньгами, с какими-то материальными ресурсами и так далее. А для отношений выпадает дополнительно 9 мечей, и карта говорит о том, что, скорее всего, все мысли, которые у нас есть по поводу нашего партнера, негативные, они все беспочвены. Мечи все смотрят в сторону, совершенно как бы на нас не направлены, да, то есть, по сути, мы, думая о негативе, теряем свою энергию. Либо эта потеря энергии идет от внешнего мира, от того, что во внешнем мире происходит, и поэтому нам просто не хватает сил для того, чтобы что-то дать своему партнеру. То есть это нужно срочно пересмотреть. Карта говорит о том, что мы теряем энергию, то есть теряем защиту, теряем иммунитет, теряем возможность как-то влиять на отношения. Вот здесь нужно обратить внимание на то, что просто нужно переключиться. Нужно переключиться с мыслей о каких-то проблемах на заботу, на какие-то материальные вопросы, связанные с домом, близкими людьми. Кроме того, эта карта еще говорит о том, чтобы мы ни в коем случае не приносили в свой дом, в свои отношения проблемы, которые вот в обществе находятся, да, то есть чтобы мы, ну, как бы не заражали, так сказать, своего партнера вот этим настроением, потому что будет вместо одного человека, выбитого из колеи, два. То есть нужно хорошо спать. Карта говорит о том, что желательно было позаботиться о том, чтобы сон был глубокий, да, чтобы не было каких-то тяжелых сновидений. Для этого можно принимать какие-то средства, ну, хотя бы там чай, допустим, пить на травах для того, чтобы лучше уснуть. Ну, либо что-то такое безобидное, конечно же, не снотворное. Для работы 8 кубков, а здесь может быть перемена.
Либо эта карта может говорить о том, что заканчивается рабочая неделя, и мы как бы со спокойной душой идем отдыхать. Либо карта говорит о том, что, может быть, придется что-то менять в своей деятельности, может быть, какой-то новый проект, может быть, поездка, командировка, да, намечается, и вы делаете выбор, принимать это или не принимать, то есть ехать, не ехать. Кроме того, это у нас карта связана с кубками, то есть для работы кубки, они, конечно же, лишние, да, то есть какие-то эмоции, которые были связаны с нашей работой, там, беспокойство о деньгах, оно просто уходит. Кроме того, у нас Луна полная здесь, да, карта говорит о том, что проясняются какие-то вопросы, которые вот мучили, которые задевали за чувства, за живое и так далее. То есть, ну, как-то мы можем успокоиться, да, начать просто действовать, уже перестанем поднимать панику какую-то. То есть, ну, восьмерка кубков, она у нас вообще карта, связанная с кризисом, да, и, конечно же, очень хорошо было бы, чтобы вот именно у нас настроение здесь поменялось. Особенно ушел страх о том, что все у нас будет хорошо в деньгах, да, с работой и так далее, чтобы мы смогли обеспечивать себя, свою семью всем необходимым. То есть очень хороший поворот такой происходит. Кроме того, финансы. В финансах двойка кубков говорит о том, что может быть даже поступление финансов сразу из двух источников. Да, может быть, допустим, если вы в семье, то и один партнер и другой приносит деньги в дом. Кроме того, могут быть деньги просто от партнерства, какие-то консультации, когда мы работаем с клиентами напрямую. Здесь вот может быть тоже хорошая прибыль, тем более деньги, которые нас радуют, которые мы можем пустить вот на свою семью, на своих близких. Также карта говорит о том, что наши финансы зависят от того, как мы ладим с людьми, насколько мы можем быть полезны, насколько мы нравимся нашим партнерам и умеем строить, вот, выстраивать свои коммуникации. Ну и также карта говорит о том, чтобы мы не упускали возможности, если у нас есть один источник дохода, допустим, да, то на этой неделе, то сегодня может появиться новый какой-то, и нам главное его не упустить. Карта говорит о том, что любое сотрудничество, любое новое предложение, любая идея в сфере денег, она будет как раз очень удачной, и нужно ее реализовывать. Давайте посмотрим на цыганской колоде советы. Итак, в чем удача этого дня? Шестерка пиковая. В чем неудача? Восьмерка трефовая. Как решать проблему и совет общий на день. Итак, удача в шестерке пиковой. То есть, если мы уважаем закон, если мы не нарушаем правил, которые приняты, допустим, в нашем партнерстве, в нашей семье, если мы, когда, допустим, совершаем какие-то сделки, тоже не нарушаем никаких законов, то вот будет удача у нас в этом. Кроме того, в этот день очень хорошо подписывать любые договоры, заключать какие-то сделки. Если особенно в этом участвуют государственные какие-то учреждения, это тоже очень хорошо. Сюда могут входить и банки, да, если, может быть, мы расплачиваемся по кредиту, по суде, либо наоборот берем суду, здесь вот тоже у нас может быть одобрение. И вообще многие вопросы, которые завязаны на чиновниках, на людях власти, они могут решаться очень удачно. То есть, если у вас есть такая необходимость, то вот удача будет в этом. Кроме того, карта говорит о том, что нужно обязательно сегодня верить в себя. Нужно обязательно чувствовать себя как бы спокойным и знать точно, что все будет так, как вот мы задумали, да, то есть здесь действительно такая опора на себя должна быть. Теперь то, что будет служить проблемой. Восьмерка трефовая, скорее всего, будет очень много препятствий для того, чтобы достигать каких-то высоких целей, да, может быть, какие-то крупные проекты будут
тормозиться из-за влияния каких-то людей, которые имеют на это право, да, которые, допустим, у власти, либо люди, которые там старше вас по возрасту, или люди, которые, ну, может быть, там начальство, допустим, да, то есть вот будут какие-то помехи. И вот либо нужно с ними договариваться, либо нужно просто переждать какое-то время, либо нужно избрать совершенно как бы новую тактику для того, чтобы эти вопросы решать. Но вообще вот эта карта, она в помощи очень хороша, но в проблеме она как бы может стать очень большой задержкой. Поэтому, конечно же, если вы чувствуете, что ваше дело зависит от людей влиятельных, то бесполезно вот как бы тем же избранным путем идти, как вы раньше делали, да, то есть нужно что-то менять, нужно менять тактику, нужно договариваться и делать так, чтобы эти люди становились на вашу сторону, становились вашими помощниками, тогда будет правильно. И вот по совету семерка пиковая, как решить проблемы, да, вот здесь что-то связано с бумагами, с информацией. Может быть, нужно будет подписывать какие-то договоры, может быть, нужно будет от чего-то отказаться, да, чтобы здесь вот вас пустили туда, когда, куда нужно. Либо нужно будет для того, чтобы получить то, что вам нужно, оформить большое количество бумаг, доверенностей, посетить нотариусов, юристов и так далее. Либо какие-то разрешительные документы от государства получить, да, то здесь, конечно же, вот все зависит от высокопоставленных людей, от власти и людей, которые принимают решения. Удачи дня выпадает Джокер. Карта говорит о том, что нужно сегодня быть готовыми к неожиданным поворотам судьбы. Нужно радоваться тому, что жизнь дает, потому что все обязательно на благо оборачивается. И также карта говорит о том, что нужно к жизни относиться играючи. Нужно как бы ребенком себя чувствовать, когда мы как бы живем в предвкушении какого-то чуда, какой-то радости, чего-то хорошего. То есть вот это настроение в себе, ну как бы достать из глубин души и с этим настроением прожить, тогда день будет очень хороший. Кроме того, это карта каких-то выигрышей, которые могут нас освободить от каких-то сложностей, да, дать больше свободы. Выигрыши могут быть не только материального характера, да, вы можете просто оказаться в выигрышном положении, или, может быть, вас там выберут туда, куда вы хотели, или даже, может быть, в отношениях у вас появится больше возможностей решить какой-то вопрос, да, то есть карта говорит о том, что самое главное настрой. Самое главное настрой и вот это ожидание хорошего. Друзья, желаю вам прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.